Доброе утро, наши дорогие телезрители. Доброе утро, Республика. Это «Утро Якутии» на телеканалах Якутия-24 и НВК Саха. Ну и, конечно, сегодня в программе все самое важное для бодрого начала дня и планирования досуга. Что же сегодня нас ждет? Во-первых, прямое включение со стадиона Туймаада. В Якутске стартовал новый сезон бесплатных утренних зарядок. Расскажем, как проходят тренировки, кто их ведет и почему активное утро выбирает все большее количество горожан. Далее перенесемся в зал, где утро начинается с улыбок и танцев. Узнаем, что такое фитнес после 60. Также в выпуске секреты учителя технологии и музыки из Алдана, который учит хозяйственным премудростям и любви к труду. Узнаем, какие вопросы задают ученики в рубрике «Спроси учителя» и поможем выпускникам определиться с образом. В рубрике «Афиша» планы на выходные и кинопремьеры. Ну а завершим программу гостем в студии, который расскажет о громких культурных событиях конца мая и уникальной программе музейной недели. Оставайтесь с нами, чтобы быть в курсе событий и начать день с пользой. И, конечно, не забывайте, если вы еще не подписаны, обязательно подпишитесь на наш телеграм-канал «Утро Якутии», используя QR-код, который вы видите на экране. Мы там выкладываем все самое интересное. Ну и, конечно же, иногда дарим подарки. Ну, а также наш канал в мессенджере Макс, где также дублируется вся интересная информация. Ну а прямо сейчас самая важная информация, которую нужно узнать, это что же надеть на работу. Прямо сейчас узнаем, какая погода. По состоянию на 6 часов утра температура воздуха в центральных районах республики была -1, +2 градуса. В заречной группе Улусов от +2 до +3. В южных 0 +1, в Вилюйской группе Улусов -1 градус. В Нижнеленских от 3 градусов ниже нуля до, соответственно, нуля. В западных -2 +1, в Колымо-Индигирской группе Улусов -2 +8. В Янских от -5 до нуля, на северо-западе республики -7, -5 градусов. В городе Якутске температура воздуха на 6 часов утра была +3 градуса. Атмосферное давление 749 миллиметров ртутного столба. Ветер западный 3 метра в секунду. Сегодня днем небольшой дождь. Ветер северо-восточный 3,8 метров в секунду. Порывы до 8-13 метров в секунду. Температура воздуха +9, +11 градусов. Ну что, с погодой познакомились. Теперь давайте узнаем, какие самые актуальные новости произошли к этому часу. Доброе утро, коллеги и телезрители. Расскажу о самых заметных событиях к этому часу. В Якутии жителей домов, признанных аварийными до 2017 года, полностью расселят до конца 2027 года. Об этом рассказал глава Якутии Айсен Николаев. Дефицит жилья составляет порядка 100 тысяч квадратных метров. На сегодня проведена большая работа с Фондом развития территорий. Подписано соответствующее соглашение. Таким образом, жители аварийных домов, признанных непригодными для проживания до 1 января 2017 года, должны получить ключи от новых квартир до конца 2027 года. Также глава Якутии подчеркнул, что сейчас возводится много новых домов, в том числе в Якутске, для обладателей аварийного жилья из северных районов республики, ранее выразивших письменное желание получить квартиру именно в столице региона. В течение мая якутяне смогут оплатить задолженности за капремонт без учета пени. Фонд капитального ремонта многоквартирных домов объявил о ежегодной проведении акции «Прощенные дни». Собственники помещений, имеющие просроченную сумму по взносам за капремонт, могут погасить его без уплаты начисленных пеней. Обязательным условием акции является полное погашение накопившейся задолженности, включая апрель этого года. Акция «Прощенные дни» – это возможность для собственников не только избавиться от долгов, но и избежать судебных разбирательств. Провести оплату можно через сайт fondkr.ru или очно в офисе фонда. Уважаемые жители Республики Саха-Якутия, Фонд капитального ремонта проводит с 1 мая по 31 мая 2026 года акцию «Прощенные дни». Для участия в акции необходимо выполнить следующие условия. Произвести оплату через официальный сайт Фонда капитального ремонта, либо при личном обращении в офисе по адресу Чапалова, 32.
А также при оплате в офисе фонда необходимо подписаться на официальный канал фонда в мессенджере Max. Сотрудник фонда визуально проверит наличие подписки в момент приема платежа. Приглашаем собственников принять участие в акции «Прощенные дни». Горячая дачная пора помимо огородных забот приносит и настоящие испытания. Жители СНТ и Сотов по Вилюйскому тракту 13-го километра столкнулись сразу с несколькими трудностями. Наша съемочная группа посетила встречу по накопившимся вопросам дачников. Так, регулярное движение автобусов по установленному графику движения таковым не является. Неровности, ямы, отсутствие асфальта делают поездки к даче поистине незабываемыми. Также в числе проблем необоснованно высокие счета за электричество и обмеление озера, которое многие годы служило источником чистой воды. Отмечу, что на территории дачного комплекса числится более 1500 жильцов. Отвечать на этот вопрос некому. У нас в администрации города все говорят, перекладка с одной стороны, то бюджета нету, то еще чего-то, то куда-то там пошли, понятно. И нас еще вопрос, почему нас не считают образованием? Почему мы к городу-то не относимся? К самому городу не относимся. Как к муниципальному образованию город Якутск мы относимся, а к городу мы не относимся. В школе кентитского наследия в Верхневилюйском Улусе построили новый сквер, увековечивающий память о детях войны. Рожденные с 1925 по 1945 годы, чье детство прошло во время Великой Отечественной войны, юные труженики тыла, у которых вместо беззаботных игр уже была работа и ответственность. Сюда вошли 264 имени с фотографиями и 152 без фотографий. И это только в одном кентикском наследии. Этот проект защитили в прошлом году, получили грант. В будущем местоположение планируют облагородить, будут дополнительные постройки. Наш школьный исследовательский проект «ШКИП. Дети войны моего наследия» станет важным вкладом в дело сохранения исторической правды и преемственности поколений. Удастся сохранить живые свидетельства эпохи, передавая молодым поколениям уважение к труду и подвигу старшего поколения. А в Якутске стартовал новый сезон утренних зарядок на открытом воздухе. Бесплатные тренировки снова собирают горожан, а присоединиться может любой желающий, независимо от возраста и подготовки. О том, почему утренние зарядки уже стали хорошей городской традицией, кто приходит заниматься по утрам и как проходят тренировки в этом сезоне, узнает моя коллега Вероника Тамтосова. Вероника, доброе утро. Передаем тебе слово. Доброе утро, Руслан. Рада тебя слышать. Да, мы сегодня начинаем свое утро на стадионе Туймада, где проходит первая зарядка замечательного общественного инструктора Александра Ушницкого. Александра, доброе утро. Добрым утром. Александр, вот вы более 13 лет занимаетесь зарядкой, да? Это была сначала онлайн-зарядка. Почему решили заняться этим направлением? И что вам дает занятие спортом? Так, очень такой интересный для нас актуальный вопрос. Более 10 лет назад я начала заниматься именно суставной гимнастикой, а потом постепенно я перешла на утреннюю зарядку. Это был 2020 год, время пандемии. Я жила в Татарстане, в Казани. И, как вы знаете, никому не разрешалось далеко уходить. И я придумала и для себя, и для населения проект «Сидим дома и заботимся о себе». Жители Татарстана сразу подхватили мою идею, и каждое утро в 6:30 я из своей квартиры проводила онлайн-занятия в прямом эфире. Скоро подключились и москвичи, и другие жители других центральных городов. Я очень рада, что это был такой интересный старт. И с того времени я каждое утро веду онлайн-зарядку. Но сейчас здорово, что мы можем переместиться в офлайн на замечательный стадион. Вот в чем особенность именно вашей зарядки? То есть, если она начиналась с суставной, есть ли какие-то упражнения, которые направлены на сохранение подвижности суставов? Да, за все эти годы я наблюдал и за своим состоянием, и за теми, которые со мной и в очном порядке занимаются сейчас, да. И самое главное, в первую очередь, это с утра бодрое настроение и такой позитивный настрой, радость солнечному дню. И потом, когда мы начинаем работать с телом, надо встать, конечно, прямо, и надо постараться почувствовать свое тело. То есть это все у нас начинается с пяток, со стопы, да, и мы должны настроиться
И в первую очередь мы начинаем работать с пальцами ног. Поднимаем пальцы, опускаем, поднимаем пальцы ног, опускаем, можно 6-7 раз, да? А потом потихоньку поднимаемся, поднимаем пяточки. Ага. Вот таким образом мы начинаем разогревать свое тело в более активной форме. Потом очень хорошо разогреваем ладони. Ладонь – это наш главный инструмент. И сразу вот теплом мы поддерживаем коленные суставы и начинаем их разогревать. Потом за коленом тоже мы хорошо разогреваем, начинаем разогревать все мышцы активно, да, ага, и вот мы уже готовы к активным движениям, а дальше у нас начинается дыхательное упражнение. Ага, там То есть такое вроде бы простые упражнения, но которые позволяют охватить весь организм, да? Да, это в первую очередь. А потом у нас идет разминка, разогрев всех суставов пальцев, рук, да. Ну а дальше уже мы начинаем подтягиваться и идет активное движение. Какая возрастная группа может заниматься таким направлением зарядки? Даже дети могут заниматься. Даже 5-летние дети могут заниматься по утрам зарядкой, но у каждого определенное время, продолжительность и определенная нагрузка. У меня самая возрастная, ей 79 лет. Здорово. Она занимается у меня 4-й год. Что вам лично, вот, как человеку, как для вашего здоровья дала ежедневная зарядка? Ой, вот именно суставная гимнастика и утренняя зарядка мне дали в жизни очень много энергии, бодрости. И самое главное, я смогла поработать над своим не только физическим состоянием, но и над здоровьем. И благодаря таким двигательным упражнениям, благодаря вот именно спортивным занятиям, я чувствую себя в энергии, в бодрости, и я так рада этому. И благодарна своему тренеру Валерию Ивановичу и самой себе я благодарна. Как будет проходить зарядка на стадионе Куймада? Так, у нас есть определенная особенность. За последние годы я начала работать с помощью гимнастической палки. Это бодибары. Вы, наверное, уже здесь заметили. Ну вот, как раз мы сейчас видим, девушка занимается. И с помощью этих гимнастических палок мы начинаем растягиваться. И растягивание, оно тоже имеет разные уровни. Мы работаем до функциональной растяжки, мы работаем на мобильность, на гибкость и, в общем, мы себя укрепляем. Ну, то есть как раз для людей, которые большую часть времени проводят в кабинетах, Да, сидя, ага. малоподвижный образ жизни, это вот как раз Конечно. восстановление активности. Вот Да? именно, ага. А по продолжительности сколько будет занимать зарядка? У нас в стадионе зарядка будет проходить 30 минут, а потом желающие уже могут здесь позаниматься, потренироваться. Ну, в общем, так здорово, что у нас общественность всегда поддерживает все движения. Мы очень благодарны Министерству спорта, которые вот всегда вдохновляют и прилагают огромные усилия. То есть, получается, 7 дней в неделю или 6 дней в неделю? Так, у нас 5 дней в неделю. 5 дней в неделю с 7 утра. С 7 утра. С 7 до 7:30 Да, получается. ага. А что-то надо с собой брать, может быть? Ну, можно взять с собой палки, подходит из канди палки, но у нас есть именно специальные бодибары, они немножко отличаются, там есть специальная резина, и можно делать на себе массаж стопы, массаж спины, это в конце. Так что каждый может даже приобрести в хозяйственном маркете обычную палку длиною 120 сантиметров. Это очень подходящий инструмент для такого активного телодвижения и бодрости. Есть ли какие-то ограничения? Нет, тут ограничений нет, но зарядка, вообще любое физическое движение проходит на 5 уровнях. Это значит, первый уровень – это для тех, которые только-только начинают. Здесь нужно учитывать состояние здоровья, здесь нужно учитывать свои особенности организма, да, физическую подготовку. Люди приходят после 60 лет, особенно, да, они впервые начинают заниматься. И для них я даю определенную рекомендацию, чтобы они могли прислушиваться к себе. В
целом утренняя гимнастика, там зарядка, физические движения должно перейти на духовный уровень. И мы должны уметь подключить не только физическое свое тело, не только мышцы. Мы должны научиться прислушиваться к себе и включить свое духовное тело. Вот только тогда приходят, наверное, такие серьезные результаты. Ну, наверное, это пока сложно для тех, кто начинает. Да. А для тех, кто давно не занимался, я так понимаю, что достаточно просто хотя бы прийти. Да, самое главное должна быть мотивация и желание. А дальше тело само будет постепенно подсказывать. Но делать утреннюю зарядку совсем не сложно. Просто надо систематизировать эти упражнения и понимать, что вот именно начиная с пяток до макушки я должна быть в активном действии. Вот это самое главное. Хорошо, рекомендации тогда для тех, кто вот будет бежать в последний момент. Завтракаем до, после. Вот есть 5 золотых правил для утренней зарядки. Но они очень знакомые во всем народе. В первую очередь, это мы должны делать утреннюю зарядку до завтрака. Во-вторых, мы должны постараться успеть, ну, хотя бы за 30 минут, да, ну, желательно за 45 минут, за час попить теплую воду. Это обязательно. И мы должны учитывать температурный режим. Мы должны одеваться по погоде. Это очень важно, да. А дальше мы должны постепенно начинать. И мы не должны относиться к этому фанатически, до максимализма не должны доходить, да? Потому что утренняя зарядка – это пробуждение, это разогрев, это начало сегодняшнего дня, и тело должно к этому тоже относиться разумно. Вот Ну, а вот если вот рекомендации встаешь могут совсем быть. поздно, имеет ли это вот принципиальное значение? Да, утро у каждого начинается в разное время. У нас же люди возрастные, кто-то утром просыпается в 10, зато ложится поздно. Значит, для него начало дня – это 10 утра. Не обязательно в 6 утра, 10 утра у кого-то. И он начинает то же самое, ту же зарядку сама может делать, подключают видео или, в общем, сейчас очень много таких телеканалов даже есть, где можно посмотреть такие упражнения. А вы вот запись не ведете, ну, вот утренних зарядок или... Я же веду занятия, в основном, все время я вела в прямом эфире в 6:30 утра из своей квартиры, вот столько лет, да. Но сейчас-то связью немножко сложновато, поэтому я включаю туда видеозаписи. Даже прошлых лет я подключаю. И каждое утро те, кто у меня подписан на моем канале, они начинают самостоятельно, даже отправляют свои результаты. Я так рада и благодарна, что они поддерживают вот такие движения. Спасибо большое, Александра, за то, что так много лет ведете зарядку, за то, что начали ее теперь для общественности, что можем позаниматься с вами теперь не в онлайне, а увидеть вживую. Да, Желаем спасибо. успешного сезона зарядок, ну и, конечно, будем за вами наблюдать, а может быть, даже заниматься вместе с вами. Хорошо, я всегда рада и приветствую всех, кто приходит в этот стадион. Приходите на стадион, делайте зарядку вместе с нами. Ну и, конечно, не расстраивайтесь, видите, утро начинается тогда, когда вы просыпаетесь. Главное, Да. чтобы это было в хорошем настроении и в ресурсе. Спасибо, Вероника, спасибо, Александра. На стадионе сейчас утро силы и выносливости. Ну а мы далее перенесемся в зал, где утро начинается с улыбок и танцев. Говорят, что после 60 жизнь только начинается. Наши герои с этим полностью согласны. Узнаем из первых уст, что такое танцевальный фитнес. Рецепт долголетия, в число которого входят разные виды физической активности, для каждого уникален. Пожилым людям, безусловно, подходят мягкие тренировки, но танцевальный формат все равно является особенным. Ведь именно с помощью танцев люди старшего возраста открывают дорогу к счастливой жизни, без проблем с памятью, координацией и с отличным качеством движения. Фитнесом я занимаюсь уже почти 9 лет. Мне это занятие очень нравится с Раисой Ивановной. Мы получаем заряд энергии, оттачиваем движение в танце и очень хороший задор получаем.
Пенсионный возраст не повод сидеть дома и скучать. Это доказывают наши героини, ученицы школы 3-го возраста в Якутске. Приходя на занятия фитнес-дэнса, они получают положительные эмоции, помогают друг другу бороться со стрессом и чувством одиночества. Общение с единомышленниками, красивая ритмичная музыка, достижение порой даже маленьких результатов – вот их главный стимул к движению. Я с осени занимаюсь, очень нравится. Раиса Ивановна так хорошо учит. Мне нравится музыка, вот энергетика. Но вы так с душой танцуете, да? Да. Это долголетие. Вот что нужно делать для того, чтобы жить долго, жить весело и получать вот от жизни большое удовольствие? Ну, во-первых, правильно питаться. Во-вторых, заниматься спортом каким-никаким. Сейчас же много и ходьба, и залы, и фитнесы, и йоги, и пилатесы. И поэтому, когда человек первый раз пришел заниматься, и уже организм этого требует, и уже не пропускаешь, и уже как бы, смысл жизни такой получается. Я в этой группе уже какого года? 9-го года. Уже 6-7 год. Ага. Мне здесь очень нравится, здесь коллектив очень хороший. Здесь у нас атмосфера такая веселая, и мы тут заряжаемся на целый день. Нет, танцы, я очень люблю танцевать. И музыка, главное, расслабление. Вот это восприятие и движение, это очень такое расслабление такое. И задор, и заряд бодрости берешь. Танцевать можно в любом возрасте. Это прекрасный способ зарядиться энергией, хорошим настроением и позитивом. Даже если вы никогда не танцевали, никогда не поздно начать. Движение – это жизнь, а музыка и танец ее продлевают. А вот если добавить сюда немного вокала, тогда мы точно получим эликсир долголетия. Ученые выяснили, что люди, поющие хором с удовольствием, намного реже болеют инфекционными заболеваниями, почти не страдают депрессиями и другими психоэмоциональными нарушениями. У них уменьшается уровень тревожности и раздражительности. Мы не перестаем говорить о том, что движение – это жизнь. И если вы желаете найти себя в танце, возраст тому не помеха. Приходите в школу 3-го возраста, вам тут будут рады. На этом у нас все. Увидимся. До новых встреч. Ну вот смотришь и понимаешь, как много значит привычка к активности и любимому делу. Но привычка это родом из детства. Воспитание у подрастающего поколения любви и уважения к труду как прививка, которую нужно поставить обязательно. В этом убежден учитель технологии Алданской школы номер 9 Валерий Гимазов. Хозяйственным премудростям мальчиков Валерий Фаритович обучает всего год. Раньше он много лет вел в школе уроки музыки. И, кстати, гармонию прекрасного продолжает раскрывать детям и сейчас, параллельно преподаванию технологий. Говорит, освоить новую дисциплину оказалось несложно. Свои уроки труда он помнит очень хорошо. На занятии у ребят побывали наши коллеги. Ученик 5 класса Алданской школы номер 9 Артем Сергеев уже уверенно берет аккорды, хотя гитару мальчик начал осваивать совсем недавно. Уже месяц учусь, просто люблю музыку, поэтому решил. Непонятные моменты Артему объясняет Валерий Гимазов. Большой перемены вполне хватает, чтобы разобрать то или иное упражнение. С этого учебного года Валерий Фаритович ведет у мальчиков уроки технологии. Однако ранее много лет учил детей музыке. Перестроиться было несложно, просто учитель ушел из школы на пенсию. И мне предложили совмещать уроки музыки и уроки технологии. Я прошел обучение. И с этого года, с 25-го, начал работать. На уроках технологии в рабочем процессе простоев не бывает. Знакомство с инструментами и овладение навыками работы с деревом идет с пользой. Стараниями мальчишек часть школьной мебели получила вторую жизнь. В этом году очень было много сломанной мебели, потому что учителя не было трудов. И вот это все копилось. И мы вот это немножко разгребали. А потом уже мы занимались все-таки изучением технологических карт, как можно изготавливать поэтапно разные поделки, вазы. А навыки работы с инструментами я стараюсь прививать. Там, работа рубанком,
В последние четверти года ребята осваивают робототехнику. Этот образовательный модуль был введен в дисциплину в 2024 году. Конструирование машин нового поколения и создание многофункциональных моделей техники интересно всем мальчишкам. В этой четверти мы изучаем робототехнику, изучаем новые виды техники. А Валерий Фаритович хорошо преподает, он еще музыку преподает. Современный учитель технологии должен владеть массой знаний из самых разных областей. Валерий Фаритович признается, что иногда ему приходится учиться вместе с детьми. Когда он был школьником, уроки труда проходили совсем по-другому. В первой школе я учился в городе Алдан. Сейчас я фамилии не вспомню, но в принципе очень было так все серьезно у нас. Мы работали и по металлу, и по дереву. В школе труд для Валерия был одним из любимых уроков. При этом он успевал посещать и занятия у девчонок. Абсолютно все премудрости домоводства он осваивал с интересом и удовольствием. Вместе с девочками ходил на труды, то есть учился шить. Мне хотелось. У меня бабушка сапожница, мамина мама, и поэтому, может быть, у меня был такой интерес. Но еще интерес был что-то готовить. Валерий Фаритович убежден, азами мастерства способен овладеть любой ребенок. Свою же задачу учитель понимает шире. Она заключается в формировании у детей усидчивости, аккуратности и трудолюбия. Научить работать, привить любовь к труду, наверное, все-таки это как прививка. Можно привить, а можно и нет. Акцент на любовь и уважение к труду Валерий Фаритович всегда ставил и в воспитании своих детей. Их у педагога 4. Младшие еще школьники, выбирать профессию им только предстоит, а старшая дочь пошла по стопам отца и связала жизнь с музыкой. Татьяна Вахнина, Сергей Шипачев, Александр Лукин, Алдан. Интересно, что среди учеников Валерия Фаритовича наверняка подрастают и будущие инженеры, и люди творческих профессий, и те, кто выберет путь свободного художника. А сегодня как раз есть повод вспомнить о тех, кто работает на себя. 14 мая отмечается День фрилансера. О других важных событиях этого дня в нашей постоянной рубрике. На календаре 14 мая. День фрилансера в России. Радоница. По народному календарю Еремей Запашник свое народное прозвище «Святой» получил потому, что в это время на Руси шли важнейшие сельские работы – вспашка и засев полей. Они были изнурительными как для земледельцев, так и для рабочего скота, и крестьяне просили небесной помощи. Они верили, что в это время сам пророк Иеремия запрягает свою колесницу и помогает тем, кто обращается к нему с молитвой. Этот день в истории открылись вторые Олимпийские игры в Париже. Состоялось открытие панорамы, созданной к 50-летию обороны Севастополя. Провозглашено государство Израиль. Создана организация Варшавского договора. Состоялся вывод на орбиту первой американской орбитальной станции. В этот день родились Маргарита Валуа, королева Франции, супруга Генриха IV. Томас Гейнсборо, английский живописец и гравер. Клаудис Дарнье, немецкий авиаконструктор и предприниматель. Роберт Бартини, итальянский аристократ, советский авиаконструктор, ученый. Владимир Матецкий, советский и российский композитор, продюсер, радиоведущий. Именины сегодня отмечают Герасим, Ефим, Игнатий, Макар, Нина, Тамара. И еще о школе, знаниях и пути в профессию. В рубрике «Спроси учителя» ученики с разных уголков нашей республики задают волнующие их вопросы педагогу. Давайте же послушаем. Есть такая шутка, что спартанцы были настолько немногословны, что вместо 1000 слов использовали вопросительные и восклицательные знаки. Сегодня, наверное, это были бы смайлики. Но если бы их учителем сегодня была бы Анна Джорджевна, то они бы уж точно стали мастерами своего слова. Анна Джорджевна, здравствуйте. Здравствуйте, Валентина. Нам сегодня безумно приятно стоять рядом с вами, с учителем, для которого иметь в каждом выпуске 100 бальников – это базовый минимум, и базовый минимум каждый день отвечать на 1000 «почему». Готовы сегодня принять вызов 60 секунд?
Давайте попробуем. Здравствуйте, меня зовут Чемизов Роберт, я ученик 7 А класса Амгинского лицея имени Леонида Васильевича Киринского. Скажите, почему в некоторых словах допустимы два варианта ударения – творог и творог? Знаете, есть такое хорошее выражение, что язык – это сети, которые народ набрасывает на действительность. Вообще, изначально слово «творог» произошло из старославянского, и в первом слоге там «а», следовательно, ударение было на последний слог, то есть исторически правильно «творог». Но потом в какой-то момент люди по какой-то непонятной нам причине стали употреблять это слово с ударением на первый слог. И это ударение закрепилось во многих словарях и на сегодняшний момент имеет те же самые основания для употребления, что и первичное творог. Поэтому скажете вы творог или творог, ошибки не будет. Здравствуйте, я Сараватская Карина, ученица 7 класса Кебейской средней школы Кебейского района. Скажите, пожалуйста, откуда берутся слова «паразиты» и почему от них так сложно избавиться? Слова «паразиты». Но это правда бич Божий. Почему они возникают? Ну, наверное, потому что иногда человеку не хватает словарного запаса. Иногда потому, что он берет слишком высокий темп речи и не успевает продумать фразу вперед. А еще очень сильно влияет окружение. Когда вы постоянно что-то слышите, вы вольно или невольно проецируете это и на свою речь тоже. Совет, который я могла бы дать, когда вы выступаете, ребята, пожалуйста, не берите очень высокий темп речи. Говорите чуть медленнее. И тогда у вас будет возможность продумать вперед. А еще, если вдруг какая-то заминочка возникает, делаем паузу, иронично улыбаемся. В этот момент быстро и лихорадочно подыскиваем нужное слово, вместо того, чтобы произносить «вот». И все, и у вас будет прекрасная речь. Здравствуйте, я Корякина Арина, ученица 7 класса Кусюрской средней школы Богунского района. Скажите, пожалуйста, можно ли считать искусственный интеллект новым писателем? Почему-то невольно вспоминается фильм «Терминатор», и выражение «хотели как лучше, получилось как всегда». А на сегодняшний момент искусственный интеллект активно заменяет людей творческой профессии. Пишутся книги, кстати, во многих аннотациях у авторов можно увидеть такую сноску. Произведение написано без использования искусственного интеллекта. А вообще, ну что я хочу вам сказать, посмотрите, вот эти деревья, да, вот они ведь живые, видите? А вот там вот есть искусственные. Вроде бы то же самое, а души-то нет. Смогут ли они когда-нибудь заменить нас полностью? Я бы хотела верить, что нет. Ребята, никогда не стесняйтесь задавать вопросы. Ищите ответы. И ответы желательно искать все-таки в книгах. Читайте. Читайте как можно больше. Ничто не развивает вашу фантазию, ваш ум так, как книги, хорошие книги. Ну и, конечно, делает вас грамотными. И также мы своими рекомендациями делимся в социальных сетях Министерства образования и науки нашей республики, поэтому подписывайтесь, мы вас ждем. Учитель помогает найти ответы на самые сложные вопросы. Ну и один из первых шагов во взрослую жизнь наши выпускники делают самостоятельно, когда выбирают свой образ для выпускного бала. Как не ошибиться с платьем, костюмом и аксессуарами, чтобы чувствовать себя уверенно и стильно? Советы даст стилист Дарья Габышева в нашей постоянной рубрике «Мода и стиль». Доброе утро, друзья! Меня зовут Дарья Габышева, и я персональный стилист. Это наша с вами любимая рубрика «Рекомендация от стилиста». По вашим рекомендациям и запросам мы решили сделать следующий выпуск о нарядах на выпускной. Как для мам, так и для девушек. Почему? Потому что именно этот, вроде бы казалось, очень простой и в то же время сложный праздник, на который хочется выглядеть и красиво, при этом соблюдать и погодные условия, при этом прекрасно сочетаться со своим ребенком в кадре. В общем, как будто бы очень много запросов. И так, чтобы эти вещи можно было носить потом, после праздника. Как все это подобрать правильно, сегодня мы расскажем вам в этом выпуске.
Первое, на что очень важно обратить внимание, это уместность, масштабы вашего мероприятия. Где же оно будет проходить? В красивом, шикарном банкетном зале на 250 человек? Или же это будет маленький ресторан с одним классом? Например, такой вариант тоже может быть. От этого масштаба также будет зависеть градус нарядности вашего образа. Первый вариант, скажем так, простой, лаконичный, и градус праздничности, я бы назвала его даже ниже среднего. Но такой образ, правда, имеет право на существование. Здесь у нас белая базовая футболка, казалось бы, но с такой декоративной деталью на груди справа. Такую блузку можно назвать достаточно нарядной, в романтичном стиле. И вот такая вот замечательная полупрозрачная голубая юбка, тоже, которая замечательно сочетается. Это простой образ, достаточно его можно будет носить как с комфортной обувью, например. Это могут быть белые кеды, балетки, да. А если вы отправляетесь на праздник, попробуйте использовать невысокий каблук, туфли слингбеки. Я знаю, что те, кто постоянно смотрит нашу рубрику, точно знают, о чем я говорю. И все это вместе будет достаточно хорошим, гармоничным образом для мероприятия среднего градуса нарядности. Я точно знаю, что бывает достаточно сложно подобрать образ на разный размерный ряд. И, конечно, девушки в размере плюс всегда переживают, волнуются, потому что хотят, чтобы их образ был и расслабленным, в то же время не сковывал движение и выглядел хорошо. Смотрите, здесь у нас такая вот длинная юбка трапеция, достаточно комфортная в оттенке слоновой кости. И вот такая вот, такое кимоно, тоже в бежевом таком кремовом оттенке. То есть все это у нас такая немножечко азиатская эстетика. Такие вещи можно назвать стилем минимализм, да, одним словом. И это идеальный наряд для того, чтобы сочетать их с разными яркими акцентными украшениями. Тут вы можете использовать и национальные украшения. Также хорошо будут смотреться активные камни, всевозможные деревянные украшения. В общем, это такой фундамент для того, чтобы его украшать и тем самым повышать градус нарядности. В зависимости от вашего макияжа, вашей укладки, сумки и туфель, этот наряд будет играть по-разному. Если вы используете шлепки в летнее время, то это будет простой расслабленный образ для повседневной носки. Если вы используете босоножки, например, золотые, с активными украшениями в стиле 80-х, винтажной эстетики, то тогда вы получите совсем другой образ. Это одно из трендов сезона. Один из трендов сезона – металлизированные оттенки. Это могут быть золотые, это могут быть серебряные и многие другие. Здесь у нас такой эффект ртути немножечко, да, то есть достаточно отражающая ткань. Она прекрасно будет сочетаться с различными металлическими украшениями. Также хорошо будет смотреться и со стразами. Здесь можно акцентировать талию за счет ремня. Тут можно добавить акцентных деталей, вытянуть, например, силуэт за счет ярких активных украшений. И такое платье само по себе выглядит нарядным. Очень важно, чтобы при его носке мы с вами учитывали факт того, что здесь нужна свободная посадка. Такое платье не должно обтягивать или подчеркивать фигуру. Такое платье идеально будет смотреться, если вы возьмете его даже на 1 или 2 размеров больше. Это будет такое свободное, красивое платье в такой вот футуристичной стилистике. Выпускной вообще это отличный повод задуматься о собственном стиле, но настоящий стиль, как выясняется, не знает границ. В соцсетях стремительно набирает популярность парень из Эфиопии, который создает необычные модные образы буквально из подручного мусора. Калу Путик использует обрывки ткани, пластиковые детали, бытовой хлам и другие ненужные вещи, превращая их в яркие и стильные наряды, напоминающие работы с профессиональных модных показов. Видео с его перевоплощениями собирают десятки миллионов просмотров и активно расходятся по платформам. Всего за несколько месяцев на блогера подписались около 3 миллионов человек. Пользователи сравнивают его стремительный успех с популярностью интернет-звезд мирового уровня, а некоторые знаменитости уже предлагают ему сотрудничество. Действительно, глядя на эти наряды, можно сказать, что парень действительно очень-очень талантлив. Ведь увидеть стиль, простоту, красоту в обычных
вещах, которые люди просто выбрасывают на мусорку. Это, я думаю, что достойно уважения. Ну и хотелось бы отметить, что некоторое время назад многие, это было на уровне такого юмора, например, какие-то одежды из ткани, из которых делают баулы на высоком подиуме, встречались с усмешкой. Но как сейчас на примере нашего героя видно, что уже, видимо, мода поворачивает в какую-то немного другую сторону. И в целом его творчество поднимает очень много, на самом деле, вопросов, в том числе и потребления, да, то есть пластик и экологические вопросы. Ну что, пожелаем парню удачи, ну а прямо сейчас давайте узнаем, какие новости произошли к этому часу. Мы продолжаем освещать самые заметные события этого утра. Снизить аварийность на электросетях Якутии по итогам 2025 года удалось на более чем 8%. Улучшение показателей стало результатом масштабной ремонтной кампании, проведенной энергетиками в рамках подготовки к осенне-зимнему периоду. Модернизация энергетической инфраструктуры направлена на повышение качества и надежности энергоснабжения как крупных населенных пунктов, так и отдаленных арктических территорий. На ремонт объектов энергокомплекса направили свыше 5 миллиардов рублей. Средства использовали для обновления стратегически важных объектов – Якутская ГРЭС, Якутская ТЭЦ и каскада Вилюйской ГЭС. В ходе программы в регионе отремонтировали 1011 километров линий электропередачи, в том числе 800 километров капитально. 600 якутян проверили здоровье в проекте «Онкопоиск». Выявлено 4 случая рака. Наибольшую активность жители проявили в отношении рака печени. На платформе «Онкопоиск» продолжается скрининг населения Якутии на выявление онкологических заболеваний. За 3 месяца анкетирования прошли более 600 человек. Общее количество заполненных анкет составило 1134. В результате углубленной диагностики онкопатология исключена у 368 человек. Это более 96% от числа завершивших полное обследование. При этом выявлено 4 случая злокачественных новообразований. Россиян с онкологическими заболеваниями хотят направлять к психологу. Это следует из проекта Минздрава России. Согласно документу, помимо кабинетов онколога, радиотерапевта, эндокринолога и других специалистов, в структуре онкологической больницы должен появиться кабинет медицинского психолога. Предлагается, что пациентов будут направлять на психологическое консультирование по вопросам, связанным с имеющимися заболеваниями и стрессовой ситуацией. Капремонт в основном здании нацбиблиотеки идет поэтапно. Так, бригада подрядной организации приступила к обновлению читальных залов 3-го и 4-го этажей. Закончили демонтаж. Сейчас чистят стены и приступят к шпаклевке. Далее начнется дизайнерская работа. Окрасят в 2 цвета. Оранжевый тон свяжет с кирпичной фактурой исторического здания библиотеки, а синий придаст классическую строгость. Таким образом, будет создано современное пространство для тихого чтения. Также появится зона для проведения массовых мероприятий и работы с медиатехнологией. После обновления для современного читателя откроются все возможности. Это очень интересные коллективные читальные залы, тихие уголки для чтения и, конечно же, залы для научной работы. Также для интеллектуально-творческих профессий мы откроем свои двери медиалаборатории, где каждый творческий человек может поделиться своим талантом с широкой аудиторией. И, конечно же, отрадно, что у нас будет свой зал, уголок для того, чтобы приобщиться к визуальной культуре. Откроется зал имени Эдуарда Карловича Пекарского, где мы будем транслировать научно-познавательные фильмы и разные медиапроекты. Мэрия Якутска начала подготовку к купальному сезону. Сегодня городской пляж рассекают бульдозеры. Техника разравнивает склоны на новом участке. Всего по плану береговую линию расширят на 150 метров. Площадь зоны отдыха превысит 8 тысяч квадратных метров. После земляных работ администрация приступит к благоустройству. Установит дополнительные лежанки и спасательную вышку. Официальное открытие пляжа запланировано на первую декаду июня.
мы, соответственно, начали уже с изучения дна и планировали расширение, провести вертикальную планировку, что в прошлой неделе уже мы начали делать. Крупной техникой, соответственно, бульдозерами обустраиваться сначала дно, пока уровень воды был максимально низкий, мы, получается, подготовили будущую купальную зону. Сейчас воду проводим наверху, там, где будет зона, где можно будет отдыхать, загорать и проводить время. Средняя стоимость отдыха российских туристов за рубежом составляет 50-80 тысяч рублей на человека, сообщил вице-президент Ассоциации туроператоров России Артур Мурадян. Объемы продаж в выездном туризме сократились на 15-20% по сравнению с прошлым годом. С начала года потеряны два сектора выездного туризма – это Латинская Америка и Ближний Восток, что ставит отрасль на грань системного кризиса. Сейчас идет конкуренция за такие направления, как Турция, Египет, Восточная Азия и страны СНГ. Такими были новости к этому часу. Всего хорошего и встретимся в эфире. Ну а сейчас перейдем к планам на предстоящие выходные. Если вы еще не решили, как их провести, наша рубрика «Афиша» поможет определиться. Сегодня мы рассказываем о кинопремьерах. Давайте посмотрим. Смотреть на этой неделе в кинотеатре «Центральный». Фантастический боевик Mortal Kombat 2. Чемпионы земного царства вступят в схватку друг с другом, чтобы победить в кровавом турнире. В этот раз к ней присоединяется знаменитый Джонни Кейдж, звезда боевиков и превосходный боец. Вместе герои должны предотвратить темное правление Шао Кана раз и навсегда. Главные роли в фильме сыграли Карл Урбан, Льюис Стан, Хироюки Санада, Джессика Макнейми и другие актеры. Режиссером сиквела выступил постановщик первой части Саймон Макуойт. Лента получила смешанные оценки от критиков. Обозреватели сошлись во мнении, что картину стоит смотреть в первую очередь фанатам оригинальных видеоигр. Главным преимуществом фильма называют динамичные и захватывающие бои, которые передают дух соревнования. Критикам также понравилось большое количество отсылок на игры серии. Также смотрите полнометражный специальный эпизод, посвященный антигерою вселенной Марвел в исполнении Джона Бернтала «Каратель. Последнее убийство». Лента станет отдельным специальным эпизодом в киновселенной Марвел, которая плавно подведет героя к событиям картины «Человек-паук. Совершенно новый день». После второго сезона «Сорви головы». Ранее исполнитель главной роли Джон Бернтал рассказывал, что спецэпизод будет не менее жестоким и серьезным, чем оригинальный сериал про антигероя от Netflix. «Каратель» впервые появился во втором сезоне сериала «Сорви голова» в 2016 году. После этого он получил целых 2 сезона картины про Фрэнка Касла. Герой также вернулся в шоу «Сорви голова. Рожденный заново». А уже 31 июля появится в фильме «Человек-паук. Совершенно новый день». Желаем вам отличного настроения и приятного просмотра. Ну а в конце мая в Якутске стартует музейная неделя, кульминацией которой станут сразу 2 громких события – премия имени Габышева и всероссийская акция «Ночь музеев». Национальный художественный музей уже готовит специальную программу к Году единства народов и Году культуры. Давайте поговорим о деталях, в чем уникальность акции в этом году, как изменился формат после смены локации и какие новинки ждут гостей внутри галереи. Подробнее нам расскажет об этом Вероника Егорова, заведующая галереей зарубежного искусства имени профессора Михаила
Михаила Габышева. Доброе утро. Доброе утро. 16 мая Национальный художественный музей Якутии традиционно присоединяется к всероссийской акции «Ночь музеев-2026». В этом году культурная программа приурочена, как я уже сказал, к Году единства народов России и Году культуры Якутии. Расскажите, в чем особенность акции на этот раз? В этом году «Ночь музеев» меняет и локацию, и масштаб. Впервые за долгое время эпицентром ночи станет галерея зарубежного искусства имени Михаила Габышева. Под общим девизом «Родное» мы старались создать живой диалог между прошлым и настоящим, между локальным и глобальным. Ведь это ночь о том, что у каждого из нас есть свой родной уголок, но ценности, которые нас объединяют, едины. Угу. Как смена локации, на ваш взгляд, повлияла на программу акции и чем музей удивит гостей в этом году? Смена локации во многом задала новый тон всей в программе «Ночи музеев». Главное нововведение: в программе впервые будет активно задействован сквер галереи. Здесь запланированы арт-ярмарка, скетчинг, экскурсии тайны якутского казначейства, квест-игра, церемония якутского чаепития, музейная йога и много другого интересного. А финальным аккордом станет музыкальный сет под открытым небом. Инди-группа «Паника» исполнит атмосферные каверы, а диджей Надин погрузит в уникальный авторский синтез электронной музыки и варгана. Также на территории сквера будет работать арт-кафе с музейными сувенирами, приятными сладостями, чаем и глинтвейном. Здорово. То есть, практически это такой праздник для всех творческих людей. Май действительно у нас еще прохладный, будет действительно приятно согреться горячим чаем в арт-кафе. Кроме того, чтобы провести время с комфортом, гости могут захватить с собой пледы для уютного отдыха. Какие новые форматы мероприятий ждут посетителей внутри галереи? Внутри галереи гостей ждут более камерные события. Это, например, иммерсивные арт-медиации, музыка и живопись с живым выступлением артистов Государственного театра оперы и балета имени Соруна Моллона, интерактивные мастер-классы от кафедры восточных языков и международных исследований СВФУ имени Амосова. Вы можете попробовать себя в корейской и китайской каллиграфии или испытать ловкость в старинной японской игре кендама. Также гости могут своими руками создать памятные сувениры на мастер-классах с отдельной оплатой, и будет экскурсия от специалиста ботанического сада СВФУ, который расскажет о том, какие реальные растения скрыты в музейных экспонатах. Здорово, очень интересно. Так рассказывайте, как будто это не один день, а будет целый месяц происходить. Да, 18 мая проводится ежегодная премия главы Республики Саха-Якутия в области музейного дела имени профессора Михаила Федоровича Габышева в преддверии Международного дня музеев. В чем значимость данного мероприятия и для культурной жизни республики? Как и «Оскар» в мире кино, премия главы РСЯ имени Михаила Габышева является символом высокого признания в профессиональном сообществе и отмечает лучшие достижения, новые проекты, вклад специалистов в музейную жизнь республики. Премия присуждается в 3 номинациях: «Попечитель и меценат», «Музей года», «Лучший музейный сотрудник». Но значимость церемонии заключается не только в награждении лучших музеев и сотрудников. Это важная площадка для обмена опытом, поддержки новых идей и повышения интереса общества к истории и культуре родного края. Состоится ли традиционная лотерея по входным билетам? Я думаю, что многим будет интересно это узнать. Что станет фишкой ночи этого года и можно ли прийти в музей, например, всей семьей или с друзьями? Да, каждый входной билет – это шанс унести с собой частичку искусства или стиля. В списке призов оригинальные произведения ведущих якутских художников, подарки и сертификаты от друзей и партнеров музея. А главный суперприз – подарок от музея – это абсолютная интрига, которая раскроется только в разгар праздника прямо со сцены. И пожелаем удачи участникам розыгрыша. Конечно, на Ночь музеев можно прийти и с друзьями, и с семьей. Программа рассчитана на аудиторию разных возрастов и интересов. Надеемся, что каждый найдет что-то увлекательное для себя. Хотелось бы только предупредить, что в этом году из-за небольших размеров галереи количество билетов ограничено. И чтобы наши гости могли избежать очередей вечер мероприятия, мы открыли предпродажу билетов. До 15 мая включительно можно приобрести билеты в кассе галереи зарубежного искусства на Петровского 4 и онлайн по банковской и пушкинской картам. Скажите, осталось всего несколько дней, да, как происходит подготовка к
этому достаточно знаменательному событию? Подготовка... Сколько человек в коллективе? Ну, вот об этом, я думаю, тоже будет интересно. Да. Весь коллектив музея сейчас посвящает свое время подготовке. Это не только отдел, который напрямую занимается организацией мероприятий, отдел социокультурных взаимодействий, но и выставочный отдел, это администраторы, общий отдел. И заранее, конечно, была составлена программа. Сейчас в социальных сетях музея выпускаются в промо-ролики. Угу. А для вас, вот как для работника музея, да, то есть, который уже имеет большой опыт, вот какой из направлений, вот именно, да, будет для вас, на ваш взгляд, самое интересное? Мне кажется, вот сложно выбрать мне что-то одно, потому что вот вся программа, она и с нашими коллегами, и с нашими партнерами была с большой любовью составлена. Угу. Ну, я думаю, можно сейчас уже зрителей мы подготовили, можно рассказать, где можно посмотреть более подробную информацию, ну, соответственно, в частности, программа о этих музейных событиях, которые произойдут в Якутске. Подробную информацию можно увидеть на сайте музея sahamuseum.ru и официальных социальных сетях МАКС и ВКонтакте. Спасибо большое, Вероника. Мы желаем вам успехов, вашему коллективу в подготовке этого достаточно глобального события. Ну, по крайней мере, по вашему рассказу, действительно очень насыщенная программа ждет наших телезрителей. И, конечно, пользуясь случаем, друзья, присоединяйтесь, прикоснитесь, да, к культурной части и посетите это событие вместе со своей семьей, с друзьями, да, и вам желаем успехов, успешного проведения. Спасибо. Спасибо. Ну что, на этой ноте мы завершаем наш утренний эфир. Увидимся с вами завтра вновь на телеканалах Якутия-24, НВК Саха. И желаем вам бодрого, хорошего дня.